Музыкой, цветами, улыбками встречали дорогих гостей, участников Дней литературы и искусства Чечено-Ингушетии в Северной Осетии на границе двух братских республик. Гостям подносят хлеб-соль, традиционные осетинские пироги, звучит гармоника. Впереди встречи с замечательным искусством соседей и братьев в концертных залах, театрах и домах культуры. В Орджоникидзе делегация Чечено-Ингушетии возложила цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина. Торжественное открытие Дней Чечено-Ингушетии в Северной Осетии. С сердечными словами приветствия обратился к гостям секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС Юрий Ибрагимович Кониев. Уважаемые товарищи, разрешите мне от имени Северо-Осетинского обкома КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Северо-Осетинской АССР горячо и сердечно приветствовать на земле Осетии наших давних и дорогих друзей, посланцев Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, прибывших к нам сегодня на Дни литературы и искусства Чечено-Ингушетии в Северной Осетии. В ответном слове секретарь Чечено-Ингушского обкома партии Магомед Османович Бузуртанов сказал: дорогие товарищи, Дни литературы и искусства, которые проводятся по доброй традиции в Северной Осетии и Чечено-Ингушетии, являются для каждой республики своеобразным творческим отчетом, еще одной теплой волнующей встречей со своими давними друзьями. Дни искусства и литературы Чечено-Ингушетии продолжили свое праздничное шествие по осетинской земле. И повсюду встречи стали подлинным праздником дружбы, праздником братства культур. Художники Чечено-Ингушетии привезли в Алагир свои работы, рассказывающие о республике, ее людях. Поэты и писатели побывали в гостях у трудящихся Дигорского района, встретились с рабочими фабрики. В центре Дигоры была заложена аллея дружбы. Обязательно приедем посмотреть, как прижились наши Дни литературы и искусства еще раз подтвердили животворную силу дружбы народов, взаимообогащения культур.